3 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Постниковых-Поповых из Якутска. Приемной семья стала в 2018 году, прибавив за это время к своим родным сыновьям 4 приемных мальчиков. И вот спустя 3 года мы вновь приехали в гости к приемной семье Постниковых-Поповых. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Возле елки с Новым годом нас поздравила новый член семьи, 8-летняя Лия. И для нас радостным событием стало появление в семье 3 приемных девочек. Виктория, расскажите нам, что у вас интересного произошло за 3 года, что мы не виделись? У нас, как вы видите, пополнение. Мальчики за 3 года, за 2, получается, выросли, стали взрослые, серьезные. У нас дома стало тихо, спокойно. Энергия не крутилась круговоротом. И вот мы подумали с Сергеем, что нам нужны дочки для полной гармонии, да, семейной. Вот. И мы, значит, оформили документы, и в базе данных, банке данных детей я увидела сначала Лию, потом Марго и Лию. Очень хорошие девочки, и мы их взяли. Это получается в августе мы их взяли 2022 года. Вот. Они потом от нас уже пошли 1 сентября. Мия пошла в 1 класс, Маргоша у нас пошла в садик, и Лия пошла в садик. Вот. Вот так вот у нас стала большая семья, и получилась гармония. У Виктории Валерьевны 2 родные дочери. Они взрослые, работают, учатся и были очень рады появлению в их семье 3 приемных девочек. Виктория Валерьевна во всем поддерживает сестренок, помогает им в учебе и адаптации. Мия, ты, получается, уже целый год живешь в семье, да? Угу. Вот расскажи, как тебе живется? Хорошо, так, отлично. Мальчики такие чуть-чуть так бесятся, бегают. Тихо, так, спокойно. Нравится, когда так живешь прям всем дома. Мне нравится протирать пыль, подметать полы в зале. Люблю помогать маме, папе. Ну а мальчики вместе с приемным папой Сергеем Борисовичем занимаются дома боксом. Несмотря на то, что посещение секции они прекратили, дома под руководством папы мальчики развиваются физически, активно занимаясь любимым видом спорта. Раньше я занимался боксом около года, получил 3-й юношеский разряд, очень много грамот, очень много медалей. Раньше очень нравилось заниматься боксом, но потом уже интерес и желание пропало, начал заниматься волейболом. Волейбол очень нравится, это мое, наверное, самое интересное увлечение, которое мне нравится больше всего. А бокс это было что-то типа карьеры. Но потом уже желание и интерес пропал к этому. А планы какие у тебя? Вот школу закончишь, куда планируешь поступить? Насчет этого еще полностью не решил. Вот со временем уже определюсь, куда буду поступать, на кого учиться. Вот у вас такая большая, дружная семья, да. А вот расскажи мне, какие традиции есть в вашей семье? Как вы любите что-то, может, проводить какие-то праздники или вечера? Да, бывает на праздниках играем настольные игры, постоянно торт, не торт, вот это все празднуем всегда. Бывает даже фейерверки пускаем, летом можем куда-то съездить, покупаться. Антон, а расскажи мне о своих увлечениях. Увлечения? Я люблю заниматься лего. Мне понравилось его собирать.
Это вот мое увлечение Лего. А вот папа чему вас учит? Папа что вам закладывает? Ну, учит быть самостоятельным, всегда во всем поддерживает. Если что-то непонятно или что-то сложно, всегда поможет. Ну, очень учит быть тем, кем ты должен быть, мужчиной. Было интересно услышать от Сергея Борисовича о том, легко ли воспитывать сразу 9 детей. Сперва как-то у меня это в голове все не укладывалось, да, в роль многодетного отца. При этом у меня своих детей нету, родных. Вот. И по истечению времени все пазлы сложились в голове, что у меня теперь большая семья, больше в 2 раза ответственности, в 3 раза ответственности, можно так даже сказать. И к девочкам я очень хорошо отношусь, люблю их. Побольше даже, чем мальчиков, кстати. Не знаю, это может скорее природно-генетически сказано, что к девочкам мужчины лучше относятся. И девочки очень сильно любят меня. Вот когда мы их взяли в первые дни, вы знаете, это очень так отличается. Вот у них период адаптации проходил. Вот. То есть они боялись всего, абсолютно всего. Машин, проходящихся собак, боялись. Сейчас, вот, если посмотреть на детей, то они ничем не отличаются от всех. Да, домашних детей. Сейчас они у нас домашние уже, избалованные, любимые. Виктория, вот расскажите нам, зрителям, как вы вот успеваете, как выстраивается ваш день, ваши взаимоотношения в семье? У нас каждый сам несет ответственность за себя, каждый знает свои обязанности, свои, значит, как бы цели у каждого. У всех мальчиков есть свои увлечения. Они у нас все спортсмены, любят спорт. Допустим, вот у Арсена, Артура и Богдана 3-й разряд по боксу. Сейчас они, ну, по состоянию здоровья нам медкомиссия спортивная запретила, у них зрение ухудшилось, ну, с сердцем тоже, ну, ничего страшного. Сейчас Арсен у нас занимается волейболом, Артур баскетболом, Богдан футболом. Вот они нашли свое другое, как бы, да, увлечение. Вот. Эрнест, Артур, Арсен и Эдичка у нас ходят в шахматно-шашечный клуб. Вот. Они у нас шашисты-шахматисты. И Эдичка у нас недавно защитил 3-й разряд. Хотя, как бы, они все на уровне. Они тоже, надеемся, они тоже все получат разряды. Вот, и у нас постоянно, да, вот частенько вечерами мы садимся, и у нас шашечно-шахматные турниры между всех. Папа тоже у нас хорошо играет, Лия у нас тоже 2-е место в школе заняла. И сейчас Маргарита будет в садике выступать, сейчас мы ее готовим. Вот. И как бы ответственность каждый сам свою знает, свои обязанности, спокойно каждый утром собирается. Все дружно, хорошо у нас сейчас эта школа вот новая, большая, учатся все дети в 1-ю смену, и они все дружненько утром, каждый спокойно соберется, оденется и идет в школу, Маргариту девочки по пути в садик отводят, вот, и замечательно все у нас, как говорится, без всяких изъянов, все, каждый знает свое, как бы, обязанности. И, допустим, придут со школы, каждый уроки делает, и по дому, естественно. Вот у нас сейчас обязанность на старших мальчиков, они, значит, собак смотрят у нас, кормят, выгуливают. Арсен у нас правая рука моя, помощник, и он как бы за всеми братьями и сестрами следит, руководит. Я ему доверяю на все 100%. Если Арсен дома, то дома будет порядок и все хорошо. Вот. А есть у вашей семьи какой-то лозунг или принцип, по которому вы живете? Какой-нибудь там фраза ваша? Ни шагу назад, только вперед. Никогда не сдавайся, если даже все плохо.
Высокая ответственность за детей, неравнодушие к их судьбам, бескорыстие и забота помогают Сергею Борисовичу и Виктории Валерьевне в воспитании детей. И не зря мы слышим от приемных родителей фразу «где один, там и трое». Когда в семье много детей, они дружно и весело общаются, и родители не замечают особых сложностей в воспитании детей. А дети дарят родителям радостные эмоции. Дело было в январе. Стояла елка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал волк, что на горе украшенная елка. Мы побывали в гостях у приемной семьи Постниковых-Поповых в канун нового 2024 года. Увидели очень теплые и гармоничные отношения, царящие в семье. Мы очень радуемся таким встречам и надеемся, что у нас в республике приемных семей будет больше. И волшебные сказки к нам, он приходит в зимний вечер, мы на елке тут и там, зажигаем дружно свечи, он седою бородой, он в красивой красной шубе, добрый, милый, дорогой, всем дарить подарки любит. Дедушка Мороз, мы зовем, и ты приходи, Дедушка Мороз, ты подарки всем приносишь. В октябре 2022 года в нашей передаче в рубрике «Ищу семью» мы показали 12-летнего Рому. Ром, а ты знаешь, зачем я тебя снимаю? Зачем? Мы хотим, чтобы ты попал в семью. Ты хочешь попасть в семью? Хочу. Вот. Расскажи, Ром, а в какую семью ты бы хотел попасть? В многодетную. И вот желание Ромы исполнилось. Новый 2024 год он встретил в многодетной приемной семье Постниковых-Поповых.